Дослар, мы сегодня на мероприятии, пропитанном нежностью, женственностью и настоящей весной. В Кезлеве сегодня впервые проводят мероприятие «Кезлев Кызлары». Мероприятие объединило девушек, которые трепетно любят родную культуру и стремятся знать свои корни, оставаясь при этом современными. Главная цель встречи – знакомство с богатейшим наследием крымско-татарского народа. Саил Дослар, и рядом со мной виновница торжества, так скажем, организатор «Кезлев Кызлары» Эвелина Саттарова. Эвелина, вы сегодня собрали не только кезлевских девушек. «Кезлев Кызлары», в чем идея этого мероприятия? Кезлев Кызлары на самом деле это, наверное, в первую очередь мечта. Мечта объединить девушек для того, чтобы они могли помнить свои корни, помнить свое наследие, но при этом не забывать, что мы живем в современном мире, что есть современные тенденции. И сегодня мы хотим поговорить на протяжении всего мероприятия о том, как будет в ритме современности звучать наше наследие предков, то, что передано нам из поколения в поколение. Это было погружение в мир, где национальный код крымских татар гармонично вплетается в образ жизни современной девушки. Погружение в глубину наших обычаев через живое общение и вдохновляющие истории и рассказы спикеров из самых разных сфер. Так исторически сложилось, что женщина в крымско-татарской семье – это такой клубочек, который нанизывает на себя нити и передает традиции, культуру, наш язык, нашу гастрономию. И поэтому это, наверное, одна из самых важных тем была сегодня. Женщина в быту, за пределами быта, женщина как хранительница домашнего очага. И самый главный символ нашего гостеприимства – это… Конечно, кофе. Пойдем пить кофе? Саил Дослар, спикеры сегодняшнего мероприятия «Кезлев Кызлары», прекрасная творческая семья, хореограф Амиде, художник Эрвин. О чем сегодня говорили и вообще, как себя сегодня чувствовал Эрвин в таком цветнике? Чувствовал сегодня прекрасно, в окружении прекрасных девушек, девочек, женщин. Говорили о прекрасном, о дизайне, говорили о крымско-татарской культуре, как она интегрируется в наше общество, как она развивается. Тема хореографии, в общем, это необъятный пласт, но так как у нас было определенное количество времени, был затронут интересный формат, именно как хореография путем развития и прохождения, путь становления, как он повлиял на нашу культуру, как мы в дальнейшем можем ее развивать, интегрировать в общество и растить наше молодое поколение на примере с помощью хореографии. Программа вечера была насыщенной. От лекций экспертов, раскрывающих секреты национальных обычаев и стиля, до яркого музыкального шоу. На мероприятие были приглашены Эльнара Османова и диджей Improve. Их выступления придали вечеру особую изюминку. Весенняя погода, весенние красивые девушки, и самое основное – это передача всех крымско-татарских традиций, орнаментов. Вообще прививать любовь к нашему, к крымско-татарскому – это очень важно, это очень здорово. Я очень рада, что сейчас, в последнее время, много таких мероприятий, которые можно, хочется и нужно посещать. В этот солнечный день мы собрались не только чтобы узнать про нашу культуру, но и поддержать друг друга. Потому что быть в женской энергии, быть рядом со своими девочками, поддерживать – это одно из главных и нужных сейчас в настоящее время. Я очень хорошее впечатление получила от этого мероприятия, потому что первоначально я даже не знала, куда я иду, но зная Эвелину, я знала, что будет интересно, но не думала, что настолько будет классный формат, очень понравился. Понравились спикеры, вообще такая атмосфера царила, просто дружелюбная, классная, такая евпаторийская.